Российский телеканал «Звезда» пообщался с умершей певицей на несостоявшихся похоронах Доренко. Телеканал «Звезда» сообщил, что корреспондент издания побывал на несостоявшихся похоронах журналиста Сергея Доренко и якобы взял интервью у певицы Елены Образцовой. Соответствующий материал был опубликован на сайте издания 12 мая. Удаленный сейчас материал под названием «Образцова рассказала, на какие компромиссы шел Доренко в своей работе» начинается со слов: «Народная артистка СССР, оперная певица Елена Образцова, которая приехала на похороны журналиста Сергея Доренко на Троекуровом кладбище, поговорила с представителями СМИ». В этой новости фейк все. Вот вообще все, абсолютно все. Во-первых, народная артистка СССР Елена Образцова умерла 4 года назад. Во-вторых, похороны журналиста Сергея Доренко не состоялись. Они были перенесены по просьбе его дочерей, которые подозревают, что его убили. В-третьих, Сергей Доренко ни разу не журналист, откровенный просто пропагандист и телекиллер. В-четвертых, кладбище не Троекурово, а Троекуровское. И в-пятых, телеканал «Звезда» — это не СМИ, а тоже пропагандистская контора. Но, тем не менее, вот им удалось пообщаться с умершими. Давайте посмотрим, как это было. Высочайший профессионал, высочайшего класса, очень любящий людей, не любил людей, не любил бы он эту передачу, он бы ее не сделал. Низкий поклон памяти Сергея Доренко, потому что он действительно оправдал все, что касается журналиста, настоящего, русского, советского, любящего свою родину. Он и в последнюю поздно рассказал. Для него что самое главное? Он говорит, для других бабло, а для меня родина. И вот за это низкий поклон Сергею. Но он меня очень любил. Он меня действительно любил. И он меня в Питере снимал 5 дней, а его аппаратура у меня под кроватью пряталась, потому что ему дали номер, где убили Есенина, и гостиницу. И поэтому он у меня в гостинице в моей прятал аппаратуру. 5 дней они работали. Конечно, надо признать, что в этом случае СБУ, конечно, большой жирный минус, потому что СБУ умеет оживлять людей только через сутки после их убийства, а вот телеканал «Звезда» оживил человека через 4 года после его смерти. Здесь, конечно, телеканал «Звезда» переплюнул СБУ.